Одно из старейших предприятий республики, сердце западного энергорайона Якутии, западные электрические сети. Благодаря работникам этого предприятия 6 районов нашей республики пользуются электроэнергией. А с этой осени к западным сетям подключился и Алекминский район. Для этого было протянуто более 8,5 тысяч километров линий электропередач. А главным энергопотребителем ЗЭС является алмазодобывающая компания «Алроса», а именно Айхальский и Удачнинский горно-обогатительные комбинаты. Само предприятие западных электрических сетей расположено в алмазной столице России, городе Мирном. Здесь в множестве служб работают люди опытные, преданные своему делу, одним словом, профессионалы. Иннокентий Иннокентьевич, расскажите, а что собой представляет ваше предприятие? Так, предприятие западных сетей. Селом называется Западный энергорайон, изолирование от других систем. В состав Западного энергорайона входит 2 большие генерирующие станции. Это Каскадульский ГЭС, установленной мощности 680 мегаватт, а также Светлинский ГЭС, там 270 мегаватт. А также наша резервная станция, Минский ГЭС называется, у нее установлена мощность на данное время 72 мегаватта. Так, кроме этого, мы являемся западной электрической сети, именно сетевое предприятие, которое мы обслуживаем воздушные линии электропередачи и потребительские подстанции. Западные сети расположены в Минском районе, Ленском районе, мы обслуживаем Сунтарский, Нюрбинский, Верхнеуральский, Юлийский районы, и вот часть Кебецкого района. А также с сентября этого года введена в эксплуатацию, вводится в эксплуатацию в работу новая линия Мирный, Сунтар, Алекминск и еще на МП-14. В связи с этим годом Алекминские электрические сети, бывшие, они принадлежали Сахэнерго, сейчас они входят в состав западных сетей. Поэтому уже мы в данное время обслуживаем 7 районов Республики Саха-Якутия. Так, в западных сетях является филиалом АК «Якутэнерго». В данное время работает 1100 человек. Так, и с учетом 15 сентября у нас в состав вошел Алекминский энергорайон и добавилось порядка 200 человек. Итого сейчас у нас порядка 1300 человек. А молодые кадры? Да, ежегодно у нас и договора у нас имеются с выпускниками высших учебных заведений, поэтому в этом году тоже у нас много молодых кадров взяли на работу. Допустим, вот на Минский РЭС по диспетчерской службе тоже у нас выпускники бывшего Минского политехника, ЯГУ, филиала Минского, нынче Северо-Восточного федерального университета. Вот такие много у нас поступающих, работают в нашем предприятии. Соответственно, еще у нас являемся тоже связь держим Светлинским техникумом, тоже, который готовит электромонтеров, они тоже у нас работают. А вот те молодые ребята, которые пришли только после института, они как начинают вообще с работы справляются? Конечно. Мы принимаем работу, которая у нас проходит, начинает учиться и проходить практику у нас на предприятии. Поэтому уже первых дней их учебы мы начинаем их тоже подготавливать на наших предприятиях, проходить практику. Соответственно, они уже привыкшие, уже знающие деятельность наших предприятий, поэтому они сразу клинится наш состав нашего коллектива. Вся работа ЗЭС начинается вот отсюда. Из Вилюйской ГЭС на эти трансформаторы приходит электричество мощностью 220 киловольт. Здесь же преобразовывается до 110 киловольт и подается на специальные шины, которые распределяют электричество на районы. Значит, в чем заключается работа оперативного персонала в такое время года, как сейчас, зимой? Вот надо произвести качественный осмотр. Сейчас мы вместе с дежурным монтером пройдем и осмотрим масляные выключатели. Эти аппараты должны быть
с обогревом, для того, чтобы чтобы не замерзала маска, не замерзала смазка в приводах, и чтобы не было остановки коммутационного аппарата в период крушения топлива. В момент, когда скорость должна быть большая, он может остановиться, тогда может произойти взрыв. Поэтому сейчас мы пойдем окунуть. Обогрева. Обогрев спрятан там внизу, его не видно. Вот этот лючок, его откроешь, там стоят обогреватели. Да. А управляется вот этим приборчиком. А вот в эти баки какое количество масла заливается? Каждый по 3 тонны. Вот. А он сейчас при помощи клещей, только измерителей, проверит работу. Все ли там обогреватели работают по току. Меньше обогреватели работают, меньше тока. По 5 киловатт на каждый банк. Где-то 15, тут 15, а на этой чуть больше. Слушай, и еще обогрев привода проверь, открой здесь на ОМВ обогрев привода. Давай, ключ. Так, здесь надо. В данный момент работает нормально. Да, работает нормально. Далее электричество со 110 киловольт преобразовывается до 100 вольт, и это уже считается безопасным электричеством. А вот регулируется и контролируется подача этого безопасного электричества вот отсюда. И она рассчитана на большой срок службы, больше 30 лет должна работать. И вот для того, чтобы она работала, здесь есть система охлаждения. Там внутри обмотка, магнитопровод, все это залито маслом. Это масло отбирает тепло с обмотки и при помощи циркуляционных насосов, вот те насосы с улиточками, которые внизу, прогоняются через охладители, через радиаторы. Вот. И таким вот образом происходит циркуляция масла внутри и снаружи, и охлаждается. Если уже температура внутри такая, что не хватает, включается еще обдув. Да, вот эти вот два вентилятора, включается обдув. А в летнее время как? В летнее время они почти постоянно работают. Оперативная диспетчерская служба. Отсюда ведется отслеживание правильной подачи электричества потребителям. Все проводимые ремонтные работы, аварии, даже мелкие поломки, где и когда бы это ни было, сообщаются сюда. Вы находитесь на центральном диспетчерском пункте предприятия «Западные электрические сети» АК Якутскэнерго. Давайте пройдем по периметру. А вот какие функции и обязанности? Оперативно-диспетчерская служба предприятия «Западные электрические сети» осуществляет оперативно-диспетчерское управление режимами работы энергообъектов, которые расположены на территории Западного энергорайона. Основными нашими задачами является это введение заданного режима, производство оперативных переключений, ликвидация нарушений нормального режима работы, ну и подготовка к производству ремонтных работ. А для этой цели у нас организовано постоянное дежурство с дежурным диспетчером, одним диспетчером в смене. Также у нас есть группа режимов, инженеров по режиму, которые выдают рекомендации диспетчеру в его каждодневной работе по режиму, сводят баланс.
В пульте оперативно-диспетчерской службы на всю стену растянута вот эта схема-макет, где отображается действительное расположение коммутационных аппаратов, подстанций, линий электропередач и так далее. Можно даже сказать, что эта схема своего рода карта, важный помощник в работе диспетчера. Но стенд — это так называемый схема-макет, который отображает действительное положение коммутационных аппаратов. Вот выключатель, короткозамыкатель, отделитель, разъединитель. Состояние линии мы можем прослеживать по положению выключателей. Вот, допустим, у нас организован так называемый темный щит, то есть высвечивается то, что отличается от нормального положения. Вот смотрим Мирнинская ГРЭС, у нас красным горит выключатель, да, то есть он включен. В нормальном положении он у нас отключен. Но это ремонтный режим. У нас в ремонте линия 131 работает сейчас по замене анкерной опоры. А вот эти зеленые, они... А вот эти зеленые — это наша новая подстанция, ну она не совсем уже новая, это подстанция районная. Это резервные ячейки, нормальное положение их еще не определено, поэтому они сейчас зеленым горят. Также вот на схеме-макете мы видим цифровые табло, которые показывают напряжение, уровень, частоту. Вот здесь у нас дата, время, температура наружного, внутреннего воздуха. А управление какое-нибудь ведется отсюда? С этого пункта? Но отсюда ведется только контроль за работой оборудования. Управление отсюда не осуществляется, то есть диспетчер может видеть режим работы оборудования, но никак на него повлиять не может, только посредством телефона, датчика. И каковы действия диспетчера при, допустим, загорании красных лампочек? Ну, первое, конечно, при возникновении аварии диспетчер видит, как меняются сигналы на схему-макете. Допустим, загорается красная лампочка. Диспетчер уже внутренне готовится, анализирует ситуацию, где отключился выключатель, что ему следующим предпринять, и ждет рапортов с мест, когда дежурный докладывает о аварии. Работа оперативного диспетчера ЗЭС настолько ответственная и оперативная, что критерий приема на работу строжайший. Ведь не каждый способен за считанные минуты или даже секунды предотвратить нестандартные ситуации. Это работа, которая не терпит ошибок. Елена Чеботова, диспетчер ОДС, стаж работы 15 лет. За все эти годы Елена Анатольевна вдоль и поперек знает все схемы, которые обслуживает. А иначе никак, ведь в случае чего она должна сориентироваться и принять соответствующие решения для локализации ситуации. На все про все диспетчеру дается всего лишь 3-4 минуты. Собственно говоря, если сказать красиво в картинках, то это 4 европейские страны обслуживают вот зона западных электрических сетей. Мы изолированная система, то есть у нас нет связи ни с какой другой, скажем, с Якутском нет связи. У нас 2 станции, Врюйская ГЭС и Сыпинская ГЭС, которые являются жизнеобеспечивающими, так сказать, ну, не так сказать, так и есть, да, станциями, потому что ни один объект Алроса не будет работать, и, ну, все, что касается, да, энергетики, вы сами понимаете, насколько это важно. А диспетчер должен иметь такой объем знаний, потому что мы отвечаем за безопасность персонала, находясь вот на этом месте, как начальник службы. И как часто экзамены сдаете? Мы сдаем экзамены охраны труда и эксплуатацию, но 2 раза в год, это в обязательном порядке. 2 экзамена в год, это правильно сказать, 2 экзамена в год. Вы с кем стыкуетесь во время своей работы? В общем-то, со всеми предприятиями, ну, и компания «Алроса», и все подстанции, которые входят в нашу систему Якутскэнерго. При какой-либо аварийной ситуации у нас есть непосредственно список, перечень лиц, которые мы должны в течение времени регламентированного доложить о каком-то нарушении режима. И в это же, ну, там порядка 10 фамилий, начиная МЧС и заканчивая руководителями организаций. Вот. И в это же время диспетчер должен в течение 3-4 минут принять решение о том, как локализовать аварию, как найти способ запитать отключенных потребителей, потому что, сами понимаете, когда минус 40, минус 50 на улице, времени для раздумья совсем мало, потому что котельные и жизнеобеспечение, и больницы, детские сады, школы к этому очень серьезно относятся и, ну, жестко регламентируется время. А не имея уверенных знаний, конечно, это сделать будет все очень трудно, потому что отвечаешь за людей. А в вашей практике такое было? В смысле аварии отключения? Ну, это нормальная практика. В этом и состоит работа диспетчера. Не просто сидеть, следить за режимом, за цифрами, которые появляются на компьютере, а
в любой момент времени уметь трезво мыслить и быстро сориентироваться, как правильно повести себя в определенной ситуации. В западных электрических сетях есть такое подразделение, как служба средств диспетчерского технологического управления. Как говорится в названии, эта служба отвечает за нормальное функционирование средств диспетчерского управления. Средствами диспетчерского управления являются основные каналы связи, обходные каналы связи, резервные каналы связи. Смысл всего этого какой? Наш диспетчер энергорайона, которого вы уже видели на главной щите управления, должен иметь возможность в любое время дня и ночи отдать команды для оперативного персонала, который несет свое дежурство на подстанциях всего энергорайона. И опять же повторяюсь, по всем точкам. Самая дальняя точка у нас это подстанция Макучук Обельского района. Она тоже в зоне наших интересов. Так вот, для того, чтобы управлять нормально, мы вот обеспечиваем эту работу. Смысл ее, еще раз повторяюсь, в том, что любой оперативный персонал подстанции, он не имеет права самостоятельно проводить никакие действия. Он должен всегда ждать команду от диспетчера города Мирного. Поэтому мы, собственно, для этого и работаем. За последние 5 лет в службе средств диспетчерского технологического управления идет бурная модернизация. Так, например, старые релейные коммутаторы были заменены на цифровые. В общем, предприятие идет в ногу со временем. У нас запущено в эксплуатацию два вида спутниковой связи разных протоколов. То есть у нас существуют спутниковые каналы связи между Мирным Якутском, Мирным Ленском, Мирным Нюрбой, Мирным Чернышевском. Другой вид спутниковой связи, новый протокол iDirect, так называемого, мы сейчас вот буквально месяц назад запустили спутниковый канал с Алекминском, нашим новым энергообъектом. Вот. Ну и в перспективе этот вид спутниковой связи еще будет задействован на подстанциях Вилюйска, Верхневилюйска и Сунтар. Вот. Но хотя этот вид связи и является, так сказать, новым современным видом управления, основным видом управления на подстанциях может являться такой вид, где оборудование, персонал, среда распространения, она должна являться собственностью энергокомпании. Ну, скажем, как пример можно привести, тоже спутник, да, то есть у нас есть оконечное оборудование, тарелка в Мирном, тарелка в Алекминске, но спутник не является нашим оборудованием, поэтому может случиться все, что угодно, и мы просто будем вынуждены этот вид связи исключить из эксплуатации. Ну вот в настоящий момент основным видом связи такого управления являются высокочастотные каналы по линиям электропередач. Сейчас мы находимся в аппаратной телемеханике. Вот. Ну, телемеханика несколько устаревшее понятие, сейчас уже принято говорить о АСДУ, о автоматизированной системе диспетчерского управления. Да. Вот это у нас ЦППС расшифровывает, центральная приемо-передающая станция. То есть вот на эту станцию стекается вся информация с телемеханизированных подстанций. О чем это, как можно поподробнее сказать. То есть на каждой подстанции существуют телесигналы, телеинформация, телеизмерения, которые необходимы для того, чтобы диспетчер, центральный диспетчер, видел состояние подстанции, видел состояние коммутационных аппаратов, видел какое напряжение, какая частота, то есть какая мощность передается, на этой подстанции. Вот. Для этого существует так называемый контролирующий пункт. На каждой крупной подстанции стоит контролирующий пункт телемеханики, в который стекается вся информация со всей подстанции. Эта информация группируется и передается в цифровом виде по каналу связи на центральную приемо-передающую станцию, которая находится перед вами.
Спецлаборатория проверяет трансформаторные масла, все оборудование, которое используется в работе ЗЭС. Лаборатория имеет филиалы в Айхале и Нюрбе. Ну, здесь вот делаются физико-химические анализы, то есть непосредственно здесь кислотность масла мы делаем, вот здесь вот методом отгонки и оттитровываем его потом. Здесь у нас идет оборудование на стабильность масел, это вот на перегонку. Вообще у нас последнее все такое оборудование, все, что можно касается электрооборудования, для контроля электрооборудования у нас практически все есть. Все согласно вот, норм РД, у нас есть нормы испытания электрооборудования, все здесь анализы указаны, и все мы это выполняем. То есть вся работа непосредственно электрооборудования зависит от, можно сказать, от наших действий. Мы контролируем их работу, потом даем показания, что или выводить работу в ремонт. Ну, не только наш, потому что есть еще у нас испытатели, которые тоже то же самое выполняют. А все результаты, они куда направляются? Все результаты мы заносим в протоколы и непосредственно отправляем в РЭС по РЭСам. И сами ведем учет. Карточки у нас есть учета, где мы все записываем. А вот это вот оборудование? Ну, вот это оборудование, это здесь входит температура вспышки, вот это в закрытом тигле, там дальше открытый тигель. Это аппарат ВТМ-2 для содержания влаги. Определяем в трансформаторном масле. А сколько человек еще работает? Ну, здесь у нас работает 3 задействовано, 2 инженера, 1 лаборант. В Удачном у нас тоже есть лаборант, в Нюрбе у нас лаборант. То есть вы головное предприятие, и у вас да, только 3? Да, мы головной, здесь лаборатория головная непосредственно. И у вас только 3, и вы справляетесь со своей работой? Ну, стараемся справляться. То есть вообще штаты, как таковые, нужны? Ну, штаты, конечно, сейчас присоединяют к нам Алёптинские рассветы, и если там еще делать в полном объеме, там, допустим, у нас не задействовано фурановое соединение, которое самый тоже необходимый показатель, и анола содержанию в трансформаторных маслах. Ну, это пробивное напряжение, мы определяем пробивное напряжение в масле АИМ-90. И как измеряется? Здесь вот заполняется ячейка, то есть вот она включена. Мы здесь вставляем масло, наливаем ячейку и потом подаем напряжение. Вот оно сейчас подастся напряжение. Делается 6 повторностей. И потом среднее выводится. То есть, если масло сырое, будет оно для каждого оборудования 110 киловольт, 220, 35 разные нормы. Есть нормы для свежего масла, для эксплуатационных норм. То есть мы вот здесь вот определяем. И потом даем. То есть это тоже непосредственный показатель изоляции масла. А какое масло вообще используется? Используется у нас только используют трансформаторные масла в электрооборудовании. Вот сейчас было вот 58 показала. То есть мы вот. А вот это оборудование? Это сушильные шкафы, которые используют мы для просушки, мы тару для отбора проб готовим сами. То есть непосредственно тара должна быть чистая, сухая. Вот мы пробуем. Ну а здесь непосредственно уже для сушки и для определения микпримесей, которые готовятся весовым методом. Это вот определение прибор класс чистоты, определяем в трансформаторных маслах. То есть это или те же микпримеси, которые быстрого качества и определяют. Если там наличие микпримесей, то есть до коллоидных частиц, до мельчайших. Ну вот это хроматографы наши. Это мы определяем содержание растворенных в масле газов. То есть если в оборудовании происходит, то есть это для диагностики электрооборудования. Если в трансформаторе происходят какие-то неполадки, там дуга или там получаются газы, которые потом растворяются в масле. То есть мы это масло берем, доводим до выделения газов, вводим сюда, и оно непосредственно на колонке адсорбируется и определяем. Здесь, например, мы делаем температуру вспышки. Вот. То есть для чего это температура вспышки? И что такое эта вспышка? Ну, то есть масло, когда, видите, оно в закрытом тигле делается, нагревается, там пары масла смешиваются с воздухом. И когда подносим пламя, то есть, видите, мы тут открываем, вот, то есть мы выжигаем, да, непосредственно, и подносим. Тогда, если вспыхивает, значит, это температура вспышки. В основном где-то на 135 градусов в трансформаторных маслах. То есть, если меньше, допустим, у нас по РД норма, да, 125 градусов. Если меньше, то есть мы масло уже бракуем. То есть, получается, там летучих газов накопилось много, поэтому
Ну, это опасно, может как бы вспыхнуть масло. А как давно вы здесь работаете? Я работаю год. Вот в том году я закончила институт и пришла сюда на работу. Где вы учились? Я училась в Новосибирске, в Академии водного транспорта. Ну, я инженер-эколог, вот, и здесь инженер-химик. Вот так. Год у меня стаж. Как работа? Нравится? Ну да, мне нравится очень, коллектив мне нравится, начальник наш, так что все устраивает. А работа ваша сложная, да? Ну, знаете, когда как, можно сказать, как у всех, наверное, есть какие-то периоды, когда сложно, есть, ну, когда даже легко, хорошо, ну, рабочие моменты, в общем. В этой передаче мы узнали о том, как электричество приходит в наши с вами дома и какие масштабные работы проводятся для того, чтобы не было сбоев. А в следующей передаче поговорим о самолетах. Побываем в авиакомпании «Якутия».